Больше суток этот денник пустует без своего хозяина. Но если раньше 14-летний приз покидал свой дом только на время соревнований, то теперь его стоило осиротело по другой причине. Спортивный и самый титулованный конь был всеобщим любимцем в Сыктывкарском конном центре и точно не мог убежать, уверены тренеры и воспитанники. Какие-то молодые, новенькие, там первый раз выпустили, например, или что-то такое. Приз нет. Он достаточно такой общительный парень, он не может без других лошадей, то есть если все лошади там, он никогда от них не уйдет. Скакуна украли, так читают в конном центре. После дневной прогулки там не досчитались 2 лошадей. Один конь позже вернулся с оборванной веревкой на шее. Тренеры говорят, конокрады просто не смогли справиться с несговорчивым Мерином, а вот доверчивость приза его подвела. Он добрый и грузится в машину очень легко. Буквально вот можно за гриву его завести, он сам запрыгнет. Он уже наученный ко всему. И людей он не боится, очень хорошо к ним относится, потому что не привык к тому, что люди к нему относятся плохо. Бьют и продают. Он очень ценный конь для нашей конюшни. Он очень красивый, он очень шикарный, его постоянно берут на фотосессии, потому что он сам по себе очень красивый конь, на редкость красивый конь. Стоимость такого спортивного коня около $500 000 рублей. Когда в центре поняли, что своими силами отыскать любимца не смогут, обратились в полицию. Предполагаемое место преступления известный в Сагдинском районе перекресток, поворот на Выльгард. Здесь и работали утром полицейские. Неподалеку кафе, где есть видеокамеры. Как раз на эти записи очень и рассчитывают в конном центре. Впрочем, многие сыктывкарцы уверены, сотрудники конного центра сами виноваты в пропаже. По словам автолюбителей, табун слишком часто передвигается по оживленной трассе и почти всегда скакуны пасутся без присмотра. Как бы то ни было, в самом центре очень ждут возвращения своего любимца и будут рады любой помощи. Виктория Палкина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.